Сюзанна Оржак и артисты Сахатеатра всю прошлую неделю готовились к фестивалю «Золотая маска». Готовили спектакль по пьесе Гарсиа Лорки «Дон Бернарды Альбы». Это дипломная работа Сюзанны, выпускницы Арктического института культуры. Уезжая после института домой в Туву, Сюзанна и не думала, что ее вызовут в Якутск, потому что спектакль номинирован в 3 разделах «Золотой маски». Лучшая режиссура, лучшая женская роль, ее исполняет Степанида Борисова, и лучший спектакль большой формы. Я рыдала, я плакала, я думала, я больше сюда не вернусь никогда, как жалко, я просто не ожидала, что придется мне возвратиться сюда для такой участи, да, для репетиции такого спектакля, который номинирован. Это было очень отрадно и приятно. Хотя я до сих пор не верю в это, отношусь как-то легкомысленно, можно сказать. Что за спектакль вы делали? Что бы вы могли сказать? Что это за спектакль? Насилие порождает революцию, либо спасение в смерти. Любовь к свободе, самое главное для героинь спектакля. Вы немножко его решили в такой эстетике сюрреалистической, наверное, даже можно так сказать. Идея как вот такая пришла? Ну, мы с художником очень щепетильно обсуждали про сценографию, и мы решили, что чисто испанские цвета, это красный, белый и черный, они очень символистичны. И мы в спектакле решили некоторые сцены, можно сказать, символами, знаковостью некой, пластикой. Кто у вас был художник спектакля? Художник, потрясающий человек, мой друг Михаил Егоров, он выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Я тоже раньше училась в ней, закончила, актриса драмы и кино. Он учился у профессора Геннадия Петровича Сотникова, у друга Андрея Савича, они вместе уже 20 с лишним лет работают. И мы, как бы ученики Борисова, Андрея Савича и Геннадия Петровича Сотникова, тоже как-то создали свою команду, и у нас получился вполне удачный тандем, мне кажется. Для вас самым сложным что оказалось в этой работе? Ну, в принципе, сложностей не было. Актрисы с упоением взяли за роли свои, они просто бредили спектаклем, бредили лоркой, поэзией. И с удовольствием они играли, с любовью. Они были влюблены, я тоже в них влюблена. Это была такая взаимная любовь, что, мне кажется, она передается, эта энергетика в зал. Там все женщины очень хотят, мечтают, желают. Ну, это нормально. Любви. Это нормальное человеческое желание. А как вы считаете, какая сцена в спектакле больше всего удалась вам? То есть, если бы вы попробовали представить, что какая-то из сцен может быть визитной карточкой спектакля, то это была бы сцена какая? Ну, это была бы сцена с ложками во втором акте, когда в доме идиллия, все разговаривают как мед. То есть речь как ручей струится, хотя внутри такие страсти, вражда, ненависть, зависть, но они вот все улыбаются и ужинают с этими ложками, танцуют, смотрятся. Ну, мне кажется, эта вот сцена очень такая интересная. Ну, по характеру это вам близко, нет вообще? Такая, скажем, ну, антагонизм, скажем, внешнего и внутреннего происходящего. Да. Это Да. вы. Я спокойная, уравновешенная, можно сказать, адекватная девушка. Но внутри, быть может, есть, наверное, какой-то огонь, который может просто убить человека. Я боюсь его. Я не знаю. Андрей Савич говорит, вот, и у меня была дипломная работа «Желанный голубой берег», и его выдвинули на госпремию, он получил госпремию. Говорит, мои ученики точно так же должны со своими работами первыми, да, как бы пытаться победить или там завоевывать лавры. Чтобы, он надеется на это и верит. Я тоже верю, что все будет хорошо. Вот это ваш первый спектакль. Что будет дальше? Известно? Планы какие? Я собираюсь поставить в Тувинском театре Чингиза Айтматова «Белый пароходик».
Для нашего театра это очень как бы такой вот близкий материал. Затем есть предложение поехать в Уфу, где мы вот 2 месяца с Михаилом Егоровым тоже недавно приехали из Башкирии, поставили спектакль «Wanted Carmen», разыскивается Кармен. Вроде бы все получилось удачно. И есть предложение ставить в театре НУР, татарский театр, и в Русском академическом театре. Это та самая сцена с ложками в начале второго акта. Дом Бернарды Альбы на сцене театра имени Пушкина будет представлен в среду. Это по якутскому времени. Имена лауреатов будут объявлены 14 апреля.